Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauz Media. Это проект «Единомышленники», и здесь, как вы знаете, мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Знаете, о чем мы подумали? Когда социологи хотят составить барометр общественного мнения, то они делают интервью с людьми разных профессий, разных возрастов, потому что только таким образом можно составить реальную, четкую картину того, как общество реагирует на то или иное, что происходит в нашей жизни. И мы в свою студию приглашаем разных людей для интервью. Это и политики, это и министры, это и гражданские активисты. Но сегодня, друзья, мы решили узнать мнение творческой личности. Личности, которая занимается киноискусством. И надо сказать, что имеет определенные успехи в этой области. Нам просто стало интересно, а угол зрения творческой личности – что видит в том, что происходит сегодня в Гагаузе, в Молдове, и как это преломляется в его понимании и в его отношении к этому. Нам кажется, разговор получится интересным, и рекомендуем вам, коль вы уже к нам присоединились, не отходить от экранов, оставаться с нами. Подпишитесь, друзья, на наш канал, а если вы это еще не сделали, то посмотрите эту дискуссию и потом примите решение, подписаться или нет. Если же вам нравятся наши дискуссии, то смело ставьте лайки. Да-да, смело, потому что мы в них нуждаемся. Это помогает нам продвигать наш проект, ну и потом больше людей будут следить за такими здоровыми дискуссиями в нашей студии. Друзья, через несколько секунд мы, Екатерина Жекова и Елена Карамид, начнем, ну а вы оставайтесь с нами, конечно же. Единомышленники на Gagauz Media. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» режиссер первого художественного полнометражного фильма на гагаузском языке «Дүнүржүлүк» Иван Патраман. Иван Патраман – режиссер первого гагаузского полнометражного фильма «Дүнүржүлүк». С 2007 по 2010 год учился и работал в Государственном молодежном драматическом театре с улицы Рос в Кишиневе. С 2010 по 2014 год учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. В 2014 году после окончания академии начал карьеру в кино и театре, работая в различных телевизионных проектах и театральных постановках. В театре играл в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Прошлым летом в Чулимске» и других. В кино его работы включают как главные, так и второстепенные роли в таких проектах, как «Хуторянин», «Литейный», «Кулинар», «Чужой», «Позывной стая», «Невский», «Белая ночь», «Такая работа», «16 дней» и другие. С 2014 года сотрудничает с киностудией «Ленфильм» как ассистент режиссера и второй режиссер, участвуя в подготовке, съемках и постпродакшн различных проектов. В 2016 году в Республике Молдова основал киностудию «Сербестфильм». В 2017 году как режиссер завершил работу над первым гагаузским полнометражным художественным фильмом «Дүнүржүлүк. Сватовство». В 2017 году был удостоен высшего ордена Гагаузии Михаил Чекир. Что-то смутило в биографии. Да? Самого Ивана нет, все правильно написано? Да, все абсолютно. Здравствуйте, Иван. Добро пожаловать в нашу студию. И, наверное, начать наш выпуск необходимо или нужно именно с этого фильма «Дүнүржүлүк». Он вышел в свет в 2017 году. И тогда о вас говорили в Гагаузии все, не только в Гагаузии, но и в стране, и даже и за рубежом, потому что фильм показали не только у нас в Молдове. Тогда говорили о том, что вы внесли значимый вклад в развитие гагаузского языка, гагаузской культуры, сохранение языка и культуры. Вот прошло 7 лет. Почему вас нет в Гагаузии? Вы остаетесь в Молдове, но вас нет в Гагаузии, не слышно. Почему? Ну, после того, как мы завершили работу над фильмом «Дүнүржүлүк», мы после этого запустили еще ряд проектов в Гагаузии. Это был фильм, также был разработан сценарий полнометражного художественного фильма на основе гагаузских анекдотов и фольклорных рассказов «Димитраж-Пытараж». Вот. И мы запустили съемочный процесс. В 2018 году был разработан сценарий с Федором Мариногу. И уже в 2019 мы начали съемочный процесс и сняли пилотную версию, чтобы представить широкой общественности.
И после этого выпустили тизер. И он был опубликован на канале киностудии «Сербестфильм» в Ютубе. И после этого мы хотели привлечь финансирование. И дело в том, что у нас не получилось привлечь финансирование. И в связи с этим мы занялись другим проектом. Это был документальный фильм «Халк». А зачем, если не получилось привлечь финансирование на один проект, заниматься другим проектом? Туда тоже нужно финансирование, или я неправильно? Дело в том, что на фильм «Димитраж-Патыраж» нужны были большие деньги. Речь шла не о больших деньгах для кино, но эти деньги нам нужны были для того, чтобы мы сняли этот фильм. А давайте остановимся на этом. А документальный фильм «Халк» это документальный фильм, который, как я... съемки этого фильма начались в 2020 году, и можно сказать, что съемки продолжаются до сегодняшнего дня. То есть этот фильм растянулся во времени, и он охватывает и период коронавируса, и охватывает и сегодняшний. Это ваша задумка? Так получилось. И дело Потому в том, что в 2020 году начали съемки. Да, мы начали съемки, и документальный фильм «Халк», он завершен, примерно на 40% завершен, но уже еще есть огромная часть, которую предстоит нам снять. И я думаю, что этот фильм, он охватит такой большой временной период, да, и он может получиться очень-очень интересный. А давайте по очереди, потому что сейчас 3 названия зазвучали, и для наших зрителей, которые, возможно, либо подзабыли, либо не очень хорошо были знакомы с этими, как минимум, 3 вашими проектами, есть предложение начать все-таки с «Дюнюрджүлүк». У нас есть небольшое видео. Давайте посмотрим вместе, друзья. «Дюнюрджүлүк», постановка Ивана Патраман, который в нашей студии сегодня. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Говорим о важном все-таки киноискусство, редкое явление для гагаузского искусства вообще. Поэтому, мне кажется, надо знать, что наши молодые талантливые люди снимали или снимают. Bizi ananı babanı da gürültü yaparsın. Bilersin, ben seni ona vermeyeceğim. Yavaş olun. Varlık öyle kolay edinilmiyor. Ne olur, hem ne oldu? Cimu Aga. Ben hepsini aklımda tutarım. Laf yok. Atlat Aliga. Nice adın senin güzel kız? Nida. Bu en zengin adam bizim köyde. Baba başladı bir yere bırakmama. Ama kapanda çürüyeceksin. Karını kızını kime Yeter. bırakacaksın? Sen de değilsin günahsız. Anlaşmayasıdık. Zorla geleceğiz. Ah seni kara karga! Sen bilmerdin mi kim kızın babası? Yok. Вопрос. Вот как уже Лена Федоровна говорила, была презентация этого фильма, поговорили, и почему же все-таки, и вы даже получили орден, Михаил Чекир? Да. Да? И сам фильм получил награду за лучший костюм на Галичине Аштелора в 2020 году. Фильм был номинирован на 3 премии: лучшая режиссура, лучшая сценография и лучший костюм. И вот в категории лучший костюм. Да, фильм «Дюнюрджүлүк» выиграл. И я тогда еще говорил, что эта награда не моя, и это не награда даже не нашей команды, а это награда гагаузского народа, так как все костюмы были взяты из музеев, из 3 музеев: из Камрадского, Бишалминского и из музея Авдармы. Взяты были костюмы, поэтому все костюмы в фильме, они все оригинальные, и, естественно,
Ну вот все то, о чем вы говорите, вот эти вот премии, медаль и так далее, это говорит о том, что признали, что фильм действительно поставлен хорошо, действительно была необходимость в том, чтобы и у гагаузов появились фильмы на родном языке, да, на гагаузском языке. Но почему за признанием не последовала поддержка? Но мы знаем, что вы обращались к властям за поддержкой. Ну да. Я имею в виду к гагаузским властям. Даже когда начали съемки этого фильма, обращались ли, просили ли поддержку финансовую? И мы знаем, что вы сталкивались с финансовыми трудностями, потому что надо было двигать проект, и это приостановило вот это успешное начало, потому что был успех, да, как говорит Елена Федоровна, и это было отмечено и премией. Дело в том, что мы на протяжении всего проекта «Дюнер Джулюк», от начала идеи, написания сценария. Это 16-го года? Да. И на протяжении всех съемок, и даже на постпродакшене. То есть мы всегда испытывали финансовые трудности. То есть мы собирали деньги на краудфандинге, а также были частные инвесторы, которые нам помогали. Люди в целом из Гагаузии нам помогали. Просто какими-то своими небольшими маленькими деньгами. То есть система краудфандинга. Но я бы не сказал, что было прям очень много людей. Это где-то около 100 человек, которые какую-то определенную сумму внесли в этот фильм. Остальные же деньги были аккумулированы нашей командой. То есть операторы работали на безвозмездной основе, актеры. Очень много локаций, которые мы находили, люди нам предоставляли. Вот костюмы. Также нам предоставляли автобус, транспорт, предоставляли бензин. В общем, с Божьей помощью мы весь этот проект, мы как бы только с Божьей помощью мы его завершили. И вот теми финансами, которые мы смогли аккумулировать сами. То есть мы обращались в управление культуры Гагаузии, но мы на тот момент не получили должного отклика и решили, что мы должны продвигать и дальше двигать этот проект, чтобы он был завершен. Так это было важно для популяризации и сохранения гагаузского языка, ментальности гагаузского народа. И это была важная сверхзадача. Фильм был, как я уже неоднократно повторял, фильм это всего лишь средство для реализации этой идеи, сохранения, популяризации гагаузского языка и современными инструментами, потому как кино в первую очередь был и остается важный инструмент для отражения общества и отражения культуры и искусства, ментальности. И это очень важно. Поэтому важно, чтобы погрузить зрителя в глубину происходящего, очень важно иметь правильную концепцию и полагаться на фундаментальные основы культуры, традиций народа. Если мы хотим передать какую-то определенную эпоху, как в случае с фильмом «Дюнер Джулюк», это 1920-е и 30-е годы. Вот. Ну, смотрите, что интересно. То есть практически фильм делался при поддержке тех людей, о которых вот вы сейчас хорошо сказали, да? То есть это те энтузиасты, которые с вами работали, актеры, операторы, фотографы и еще сценаристы, да? Но вы не получали поддержки от тех людей, которые могли бы тоже, да, то есть мы сейчас говорим о гагаузских властях, потому что бюджеты, которые есть и которыми руководят местные, региональные власти, в том числе направлены на то, чтобы оказывать поддержку развитию всесторонних отраслей, разных отраслей культуры, да, и поскольку киноискусство это что-то новое, в общем-то, для гагаузов, потому что вместе с вами, мы сейчас не говорим о том, что в кино себя гагаузы не пробовали, до вас пробовали себя в кино, и Карачибан это делал, Дмитрий Карачибан, история об этом знает, и кто хочет знать, знает, о каких фильмах сейчас речь идет. Но вместе с вами в Гагаузию пришла такая новизна идей, новаторство какое-то. Да? Давайте что-то сегодня с применением современных возможностей делать фильм. И почему, как вы думаете, почему, вы говорите, людям стало интересно, энтузиастам, которые с вами работали, а почему власти не прониклись этой идеей и не оказали поддержку? Может быть, тогда у вас появилась бы сразу же и какая-то вторая идея, второй сценарий? У вас есть какой-то свой ответ? Я когда приехал в Молдову, я основал киностудию «Сербесфилм», я был первым энтузиастом в этой команде. И потом вокруг себя потихоньку начал сколачивать большую команду. Это были и операторы, сценарист,
Федор Иванович Мариногло. И потихоньку многие люди подсоединялись к этому проекту. И в профессиональной среде эта идея, она получила отклик. Поддержку. Я думаю, проблема в том, что когда я начал в 2016 году, до этого было очень много идей в Гагаузии, я это слышал, снять полнометражный художественный фильм. И все, кто озвучивал такую идею, в конечном итоге ее не реализовали. Много идей, а чьи были эти идеи? Были идеи, я уже не припомню так, но они были. И никто ее не реализовал. И когда мы начали работу над этим фильмом, над пилотной версией сначала фильма «Дюнюр-Джулюк», чтобы привлечь финансирование, и потом уже работали над полноценной версией, я думаю, что власти Гагаузии, возможно, не до конца поверили в то, что этот проект будет реализован. И видя какие-то первые успехи, почему-то не пошли нам навстречу. Для меня это загадка, потому что главное, что мы ставили, это сверхзадача всего проекта, это, как я уже повторял, это популяризация и сохранение гагаузского языка и культуры. То есть это основа, на которой создавалась автономия. Безусловно. Конечно же, политическая составляющая это тоже очень важно, но если у нас будет основа развития языка и культуры, то есть я тогда, когда еще давал интервью в 2016-2017 году, неоднократно повторял, нет языка, нет народа. То есть и рано или поздно встанет вопрос о существовании в целом автономии. И это вопрос, и это и не хорошо, и не плохо. Но это естественный процесс, и гагаузы это должны ясно понимать. И очень важно, что многие люди в сфере культуры, здесь в Гагаузии, есть люди, которые эту идею поддерживают. И, возможно, очень сильно... Идею чего? Сохранение и популяризация гагаузского языка. Да, и очень важно, чтобы это еще поднялось на политический уровень, где пока, на мой взгляд, в Гагаузии эта идея не особо поддерживается. Возможно, все заняты больше политическими какими-то процессами, но я думаю, и к этому тоже когда-то придет. Вот. А что касается вашего вопроса по поводу, почему тогда не поддержали, я думаю, что, может быть, не было веры, а может быть, не было желания. Это уже надо спросить у тех людей, кто в 2017 году был во главе Гагаузии и во главе управления культурой Гагаузии. Вот. Потому как в их сторону также были обращены очень много предложений по поводу этого проекта. Конечно же. Ну, по итогу, когда фильм уже был завершен, это было оценено. И был вот всей команде киностудии «Сербесфильм» были выделены не маленькие премии. Маленькие или не маленькие? Маленькие премии для каждого участника. Я составил список. И вот всем были выделены какие-то маленькие деньги. И это тоже очень хорошо. Но это уже постфактум произошло. Вот. И здорово. Но тогда, я помню, тот Башкан, когда в 2017 году нам говорили, когда у нас был большой круглый стол с командой, и нам говорили о том, что если у вас возникнет вот такой большой успех, и если вдруг возникнет желание у вашей команды, так как есть все ресурсы для этого, снимать еще один полнометражный художественный фильм, вы можете смело к этому приступать. И мы, естественно, смело к этому приступили. Да, к разработке сценария «Димитраж-Петераж». И уже запустили съемочный процесс на те деньги, которые были у нас аккумулированы в киностудии «Сербесфильм». Ну и после этого мы разработали целый огромный проект для финансирования этого фильма. Там деньги были небольшие. Там речь шла о 1 200 000 лей. Это с учетом всех налогов. Ну, тоже мы не поддерживаем. И вот сейчас, вот во втором проекте, который был, уже можно смело сказать, это было в 2019 году, я уже не помню, кто был у власти. Вот здесь уже можно смело сказать, что, видимо, не было желания поддержать. В 2019 году у власти был тот же Башкан, Ирина Влах. Видимо, да. Тогда, видимо, не было желания. Образования Марина исходя из этого, мы можем сделать один вывод, Какой? Что может быть и когда мы снимали и первый проект, и второй проект,
Возможно, не было желания, а может быть и было. Но в какой-то момент она улетучилась. Вот. Из-за чего? Давайте посмотрим. Как это весело вы представили. Да, давайте посмотрим тизер к фильму «Димитраш Петраш» и поговорим немножечко о Яне. Да, пожалуйста. То есть, что вы хотели этим фильмом сказать об этом тизере? Panere girmişler, 2 baba hem 2 oğul. Almışlar 3 karpuz. Dapa etmişler onları öyle. Hani her birinin payına gelmiş bre bütün karpuz. Nice bu olmuş. Hem nice onlar bunu yapabilmişler. Ha? Yerindesin mi? Dimitraj! Hem düşünüyorsun mu? Düşünerim çorbacı. Hem derinden düşünerim. Düşünü. Şimdi mi olsun? Ben seni tutarsam şimdi. Yeşe çaldılar da düşünerim kim taligeyi ve çekecek. Panere girmişler. Dadu boba hem ol. Anladın mı? Kalkma. Alıp da dermiş. Hocam. Düşünerim nice bu yıldızlar gökte ensersiz yere düşmerler. Ну вот это была пилотная версия, как говорит Иван, Димитраш Петраш. И мы видим... Тизер. Тизер, да, безусловно, это тизер. Объясните нашим зрителям, почему тизеры выпускаются, для чего? Я думаю, для чего нужен тизер? Тизер? Да, да, ну, в первую очередь тизер, не тизер, а в первую очередь пилотную версию, я это так называю. Вот для меня лично, в моей профессиональной деятельности, важна для того, чтобы все мои идеи, всю концепцию, которую я хочу реализовать, там, отражение эпохи, чтобы я в первую очередь визуально мог увидеть, что из этого получается, и каким проектом может получиться на выходе. Да. Вот и в целом для этого. А тизер это также для привлечения финансирования фильм, чтобы можно было инвесторам, частным или же на различном уровне представить данный проект, что у нас есть не только сценарий, у нас есть не только концепт, у нас есть уже какой-то отснятый готовый материал, и в целом инвестор может видеть, как это будет выглядеть. Ну вот, у меня вопрос, просмотрев тизер. На английском языке есть титры, субтитры? Да, 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 конечно. Это делалось для чего? Для того, чтобы привлекательнее это было людям, которые, возможно, станут людьми, которые сделают какие-то донаты для поддержки? Нет. Мы когда в 2020 году, когда фильм, или в 2019 году, когда фильм «Дюнер Жюлюк» мы опубликовали на официальной странице Сербестфильм в YouTube, мы фильм продублировали на 3 языках. На английском, на русском и на румынском, молдавском. Как кому нравится, пусть каждый выбирает, какой язык ему нравится. Мы демократичны в этом вопросе. Вот. И что это мультилингвистика? Поэтому мы уже после этого стали публиковать на нашем канале YouTube вот тизер Димитраш Петраш, а после тизер документального фильма «Халк», также с субтитрами на английском языке, чтобы расширить аудиторию, потому как когда мы выпустили фильм «Дюнер Жюлюк» в свободном доступе в YouTube, где-то за неделю или за 2 недели мы собрали около 80 тысяч просмотров. То есть, и это были зрители из
тюркоязычных стран, в первую очередь, но также и из Западной Европы. Благодаря тому, что да, можно Америки, было были комментарии, субтитры. мы смотрели аналитику, и в связи с этим мы сделали выводы, что в дальнейшем надо публиковать контент на нескольких языках. И когда мы были приглашены на Гала Чиняштвор в 2020 году, у нас уже были субтитры на румынском языке. И мы молодцы. Да, слушайте, Иван, так получается, что сейчас, если взглянуть, вот вы опять заговорили про Дюнюрджулюк, и я хочу одной мысли вернуться к Дюнюрджулюк. Сначала власть как бы не верила, возможно, как вы говорите, поэтому не оказала финансовой поддержки, помощи. А затем поняла, что успех есть, поддержала этот успех, оказала какую-то там материальную поддержку, как я понимаю, всем участникам этого проекта. Это было, и я потом... скажу, чтобы не было различных... Кривотолков. Да, это была сумма 95 тысяч лей. Это на всю команду. На всю команду. Это планировалось 100, но свои 5 тысяч лей я оттуда убрал, чтобы не возникало каких-то дальнейших разговоров. Потому что взаимоотношения на тот период были непростые. С кем? С управлением культуры. Вот и все. Так, мой-то вопрос был вот к чему. То есть получается, что не верили, не поддержали, потом увидели результат, прочувствовали, что есть успех, поддержали материально, как могло тогдашнее руководство вручили региона, медаль. вручили, да, награду, медаль, и получилось, что это проект без поддержки, то есть поддержка была, но не дали возможности развиться. У вас есть какая-то обида на региональные власти? Нет, никакой обиды нет. То есть возможно ли сегодня не только Иван Патраман, но другой человек, творческая личность, которая также увлеченно, может быть, работает в киноискусстве, будет делать какие-то пробы и столкнется с такой же, я не знаю, равнодушием некоторым, да, от властей, которые не очень-то верят в киноискусство и в талант наших молодых ребят-гагаузов, которые могут создавать серьезное кино на гагаузском языке? Дело в том, что я переживал по этому поводу, что нам не удалось снять второй гагаузский художественный фильм «Димитраш Пытараш», потому как этот фильм был рассчитан также с главной идеей сохранения, популяризации гагаузского языка и культуры. Так это сверхзадача. Для меня, как для режиссера, сам фильм как не имеет значения. Для меня в первую очередь фильм, это, как я повторяю и буду повторять, это средство для реализации главной сверхзадачи, цели. Но в этом не заинтересованы. Это может быть либо отражение эпохи, либо отражение взаимоотношений между людьми, либо популяризация и сохранение гагаузского языка и культуры. И в этом плане вот фильм, второй проект «Димитраш Пытараш», он был нацелен не только на взрослое поколение, а также был нацелен и на детей, так как этот фильм планировался на основе гагаузских анекдотов, фольклоров. И получился бы очень классный приключенческий фильм. В целом он может еще получиться. Да. Поэтому я думаю, что если кто-то захочет профинансировать данный проект, мы с радостью примем это предложение. Иван, вы говорили о том, что когда вы снимали Дюнюрджулюка, вы воспользовались так называемым краудфандингом, да? Да. Не возникла ли у вас идея, когда вы не получили поддержку властей, но желание было, команда была слажена, не возникло ли у вас тогда желание все-таки воспользоваться опять такими же возможностями и собрать деньги для второго фильма? Да, я вот не доответил своему. Да, простите. Да, вы верно говорите, что если вы так равнодушно об этом говорите, я об этом равнодушно говорю сейчас, потому что на дворе у нас 2025 год. Да, слава Богу. Поэтому сейчас я говорю об этом равнодушно, а в 2019-2020 году, после успеха «Дюнюрджулюк», я к этому относился с большим переживанием и болью, потому что я думал, что это очень важно для гагаузского народа, для сохранения, популяризации гагаузского языка и культуры. Я это повторяю это часто, потому что это действительно очень-очень важно. Вот. А потом я понял, что на данном историческом периоде времени в Гагаузии, видимо, пока люди на политическом уровне не заинтересованы в таком проекте. Или не готовы понять, и, что возможно, это важно. гагаузский народ, я уверен, что готовы воспринимать такой формат диалога. Как сейчас мы ведем? Нет, я имею в виду диалога творческого, через искусство, через язык кино.
популяризацию гагаузского языка и культуры. И мы возили фильм везде, по территории всей Гагаузии, и люди ждут, чтобы такого рода проекты были. Иван, смотрите, но сейчас, если сейчас появится человек молодой, я возвращаюсь, я просто так витиевато немного говорю, поэтому вы меня простите, если я не доотвечаю на некоторые вопросы, но я вернусь к идее. Да. Поэтому я относился равнодушно. Именно сейчас уже успокоился, потому как понял, что это как борьба с ветряными мельницами. Она немного... Все есть так, как есть. И я считаю, что на этом историческом этапе все правильно, и вот так вот должно быть. Но если сейчас молодой человек придет в Гагаузию, или же не молодой, я тоже себя считаю еще молодым человеком, естественно. Ну, с такими идеями, да, придет молодой человек, то я его в первую очередь поддержал бы. Но он должен понимать, что рассчитывать на то, что в Гагаузии его поддержат, или же он должен рассчитывать на Бога и на себя. А если уже будет так, что кто-то хочет пополнить его команду и помочь ему, и в дальнейшем, когда он начнет уже первые шаги делать в киноискусстве или же в другой какой-то сфере деятельности, я думаю, что если вокруг него он соберет правильную команду, то у него все получится. Но рассчитывать, повторю, нужно в первую очередь на Бога и на себя. А смотрите, Иван, слушая вас, у меня сейчас вот такой вопрос возник. Если мы говорим о том, что кинокартина, которую вы сделали, да, она, как вы тут говорите, и невозможно не согласиться, она продвигала бы культуру, традиции, и это очень важно. И вы говорите, что это была сверхзадача фильма и не одного, а еще и второго проекта, о котором сейчас говорим, Димитраш Петараш. Но эти идеи классно сделано, собрана команда, много людей. Кстати, все актеры, в том числе исполнители технических задач и других задач, все здесь, из Гагаузии. То есть получается, что есть потенциал. И режиссер есть, и актеры есть кому играть. Но если хороший, успешный, хотя бы одна постановка хорошая, успешная, она не получила такого поддержки властей в том, чтобы популяризировать это, то тогда получается, что власть региональная, неважно, кто здесь башкан, абсолютно, сегодня, завтра, вчера, неважно. Важно, что региональная власть должна понимать, что сверхзадача существования автономии в этом, правильно или нет? И если бы власти взялись бы за эту идею и не просто 100 тысяч лей выделили бы на поддержку. 95. Ой, 95, простите, 95. А ваши 5? Ну, они остались... Вот везде. Где везде? В этом прекрасном пространстве. Которое называется Гагаузия. Которое называется наша жизнь. Наша жизнь. Окей. 95 тысяч лей. Не только 95 тысяч лей дали бы, но лоббировали бы, прям-таки лоббировали бы, да, интересы вот таких творческих проектов, я даже не говорю людей, то тогда, может быть, была бы какая-то другая история отношения творческих людей к тому, что у Гагаузии есть власть заинтересована в выполнении этой сверхзадачи, работать и продвигать культуру, традиции, нет? Или я не права вот в таких размышлениях? Вы абсолютно правы в своих размышлениях. Это самое важное, что фильм «Дюнюр-Джулюк» и все остальные проекты, которые мы начинали реализовывать, и которые мы реализовываем с документальным фильмом «Халк», и также проекты, которые мы будем реализовывать, принимаются в народе. И гагаузский народ очень сильно ждет, чтобы были проекты на гагаузском языке. Народ принимает, власть не принимает. Я постоянно встречаюсь с людьми, я просто... люблю так гулять по Гагаузии, ну так пешком идти из села в село, и вот так вот за целый день я могу такой сделать круг из Камрата, Кирсова, Кангас, Баурчи, и вот так, и летом это происходит. И я всегда говорю с людьми, и тот, кто меня еще помнит с тех лет, всегда спрашивают, когда будет новый фильм, когда будет новый фильм. И вот даже сейчас во Вдарме я встретил, пока шел к вам, встретил на улице одного мужчину, и он спросил: здравствуйте, а когда будет новый фильм, который вы будете снимать? Я говорю, еще чуть-чуть, нужно будет подождать, и скоро он будет, если все будет хорошо. То есть получается, что это интересно народу, но власти не видят, не заинтересованы в том, чтобы помогать, продвигать. Так и развивать. Я думаю, что власти в какой-то степени заинтересованы.
но только на идейном уровне. Они когда это слышат, им это очень нравится. И нравится на премьеры ходить, и нравится, когда уже все готово. Ленточки разрезать. На этапе создания, на этапе, когда нужна действительно поддержка, видимо, не потому, что люди плохие, а потому что, видимо, время еще не созрело. Исторический вот этап такой. И люди, те, кто у власти, сегодня думают совсем о других задачах, возможно, не очень важные. И мы, как люди искусства и культуры, может быть, многого недопонимаем. Да. Возможно, политический. Вот политика — это как такой, знаете, область такая, где очень важны различные точки зрения. И очень важно это все соединить воедино. И вот кино, я могу объединить всех политиков Гагаузии. Так, вы пробуете это делать? Вот, смотрите, кино может служить очень важной задачей соединение всех различных точек зрения, мнений, убеждений посредством искусства. Слушайте, поэтому обращайтесь в киностудию Сергея. А вы понимаете, что именно сейчас это нужно? Власти Молдовы, и мы с радостью реализуем замечательные проекты, которые объединят наши народы. И люди будут жить в мире и в дружбе посредством культуры и искусства. То есть для того, чтобы объединить... Но это идеи такие, знаете, это на уровне таких как бы идей, когда у тебя воскресный прекрасный день, почему бы не поразмышлять на... То есть мы философствуем сейчас? Я думаю, что да. В реальности это мало осуществимо, поэтому надо полагаться если на говорить свои о реальности. Вот только обнадежил и сразу раз. Но если говорить о реальности... Надо относиться с юмором к этой жизни. Да, если говорить о реальности, вот в одном интервью после показа фильма «Дюнер-Джулюк» вы сказали о том, что люди выходили после просмотра фильма, то есть они 1,5 часа окунулись в атмосферу фильма, в гагаузский язык, потому что фильм идет на гагаузском языке, и выходя после просмотра, они стали обращаться к вам на гагаузском языке, хотя те же самые люди до того, как зайти в зал, говорили с вами на русском языке. То есть получается, что 1,5 часов хватило для того, чтобы людей окунуть в гагаузский язык, создать вот эту среду, которая побудила и людей, и зрителей потом высказывать свои мысли на гагаузском языке. Мы часто говорим в Гагаузии, что у нас нет среды общения на молдавском, румынском языке, как вы сказали. А есть ли у нас среда общения на гагаузском? Вот не философский, а конкретный ответ. Да, конкретно. Я думаю, что действительно очень важно и очень приятно слышать такие слова, потому как, значит, главная идея, которой мы придерживались, была донесена до людей, и народ поддержал, как я и говорил, и говорю неоднократно. И я благодарен всем людям, которые нам помогали и стояли рядом с нами, и продолжают стоять рядом с нами, и продолжать популяризировать такое замечательное искусство, как кино. Вот. Если у нас среда в Гагаузии, я думаю, что она есть. И она еще пока живет. И я раньше слышал, и сейчас слышу очень много разговоров о том, что гагаузский язык умирает. И действительно, в какой-то степени, в какой-то мере это действительно так. Люди мало говорят на гагаузском языке, но все-таки есть в селах еще люди, и даже молодые люди, которые еще говорят на гагаузском языке, и вот этот вот менталитет, традиции, а также это все еще есть, и это сохраняется в людях. Смотрите, Иван, один момент. Я думаю, что все-таки еще не все потеряно. И очень важно, чтобы мы вовремя, власти Гагаузии и также люди искусства, школа, в первую очередь занялись этим вопросом и вовремя, чтобы не упустить этот момент. Потому что действительно я вижу очень много молодых людей, которым по 16, 17, 18 лет, 20 лет. Я говорил, что я вот гуляю по Гагаузии, и я вижу, что действительно люди говорят на гагаузском, но не на том уровне, на котором хотелось бы. Вот, например, вот перед этой передачей вы меня спросили, говорю ли я на гагаузском языке. Да. Я ответил вам, что я говорю на гагаузском языке, но вот так. Бытовой гагаузский на бытовом уровне. То есть, если сейчас попытаться со мной заговорить на какие-то специфические темы, да, узкоспециализированной направленности, я не смогу с вами поддержать беседу, я буду просто смотреть с вами вот так, выпучив глаза и не понимать, о чем идет речь. И именно, но это очень важно, потому что люди, народ, они
язык должен развиваться не только на бытовом уровне, язык должен развиваться и на уровне... Смотрите, ну, Иван, вы понимаете, о чем да, речь, да. Смотрите, одна вещь, один вопрос к тому, что вы сказали. Вы говорите, все еще есть люди, которые говорят на гагаузском языке. Есть. Конечно, слава богу, их не так много еще людей, которые говорят на гагаузском, есть. но послушайте, не усыпляем ли мы свою бдительность, когда говорим, что все еще есть, а все еще говорят. То есть, вот видите, мы можем дойти когда-то до той черты, когда, ну извините, среды нет. Сегодня надо признать, что среды общения на гагаузском языке, на мой взгляд, ее нет в Гагаузии. Почему? Потому что если власти не говорят на гагаузском языке, мы об этом много раз в разных передачах говорим, но это по правде так. Если власти не сделали этот язык языком общения с людьми, со своими начальниками управлений, с депутатами между собой, то у людей мало убеждений делать это, потому что это не используют власти. Да. И поэтому, выделяя даже очень большие суммы средств на поддержку гагаузского языка, в результате вы, наверное, встретите очень часто, и мы встречаем в селах людей, которые 9 лет, 8 лет, Лена Федоровна об этом часто говорит, дети не говорят на гагаузском языке. И это наша общая проблема, нас, гагаузов. Что-то в автономии мы делаем не так. Тогда, когда мы с Ксенией Федоровной и Михаилом Николаевичем Железоглой разрабатывали закон о расширении сферы применения гагаузского языка, мы тогда уже очень явно видели эту проблему. И я и сегодня продолжаю работать в школе, и я вижу, что дети вот с 1 по 5 класс, они уже не изучают гагаузский язык как родной язык, они его изучают как иностранный. И мы видели эту проблему, поэтому в нашем законе главным моментом или главный акцент мы делали на то, чтобы люди больше говорили, общались на гагаузском языке. То, к чему и вы нацеливали свою работу, когда работали над фильмом «Дүнүр Жүлүк», и дальше, возможно, «Димитраж Патараш» тоже. И 6 миллионов леев в среднем ежегодно выделяется на то, чтобы помогать всем отраслям, всем сферам жизнедеятельности автономии для того, чтобы там жил гагаузский язык. Это фонд по спасению. Да, фонд по спасению гагаузского языка. Но почему-то не удается красной нитью провести через все составляющие жизнедеятельности автономии гагаузский язык. Есть ли у вас какой-то рецепт, как сделать так, чтобы гагаузский язык жил, существовал и был приоритетом во всех сферах жизнедеятельности автономии, что позволило ему не пропасть, не исчезнуть? Если относиться без философии к этому вопросу, да, вот отнестись серьезно, то я думаю, что посредством культуры и искусства и вот современным инструментом кино это можно посадить это зерно. Вот я также учился в школе, и я когда в школе учил гагаузский язык, я его учил так, как вы говорите, как иностранный язык. И тогда это было... были какие годы? Я закончил школу в 2010 году, в 2007 году. Так. Это было тогда, и это есть и сейчас. И с тех пор до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Вот автономия наша существует 30 лет. 30 лет. Да. Вот, 30 лет существует наша автономия. Без политики и без долгих философских размышлений, и без... вот моя идея, простая идея. За эти 30 лет, и пока еще ничего не упущено, нужно открыть всего лишь, не надо целую школу, всего лишь один класс, один единственный класс с гагаузским языком обучения, где? С усиленным... И зачем только? Зачем и где? Один? Ну, подождите. Когда люди размышляют о популяризации и развитии гагаузского языка, все уходят в такие дебри, и там этот клубок нельзя размотать. Почему? Потому что начинается, нет финансирования, нет, многого чего нет. Ну а зачем финансировать? Если мы откроем хотя бы в одной школе один единственный класс обучения на гагаузском языке с усиленным обучением румынского, молдавского языка, кому как нравится, и оставим русский язык, троязычное образование, но с упором на гагаузский язык, один единственный класс. За 30 лет, если бы, я уверен, что в один единственный класс
с нашим населением в Гагаузии мы найдем желающих, кто захочет отдать туда своих детей. Один единственный класс, хотя бы, чтобы там было 30 детей, это даст, это будет говорить о том, что хотя бы есть, хотя бы вот все, что мы можем аккумулировать, все наши знания. Не кажется ли вам, что это на 30 лет, за 30 лет жизни автономии, вот нужно вот... Ну подождите, мы за 30 лет и этого не сделали. Ну, давайте посмотрим на это с другой стороны. Один класс. Вань, смотрите, а давайте попробуем посмотреть, вот мы тут сидим, гагаузы, да, и люди, которые нас смотрят, возможно, есть не гагаузы, и скажут, да, хорошо, вы на русском языке говорите, не можете на своем родном языке поговорить о своих гагаузских проблемах, да, но мы говорим, потому что мы так условились, да, что мы сегодня говорим на русском языке с вами. Для нас нет проблемы с Ленфёдной на любую тему говорить на гагаузском языке. Но нам интересно мнение Ивана Патраман на многие вещи, поэтому сегодня на русском языке... Ну так, как вы не говорите, поговорим на русском. Да, смотрите, но все дело в том, что я хотела сказать, вот вы говорите, один класс, и это решит многое. Мы сейчас ведем речь, Иван, это не решит многое, но это хотя бы надо сделать. Хорошо, и это тоже можно предложить властям сделать, но такие попытки и разговоры были об этом. Да. Смотрите, давайте, мы говорим о среде звучания. Вот среда звучания гагаузского языка, она может быть только там, где в магазинах говорят на гагаузском, на улицах говорят на гагаузском. Сегодня на улицах гагаузских сел тоже на русском говорят. И это проблема последних десятилетий. Понимаете? Потому что когда гагаузская автономия создавалась в 1994 году, когда получила статус, тогда очень многие еще говорили на гагаузском. Сегодня на перерыве, Лена Федоровна может подтвердить, либо опровергнуть, в школе все говорят на русском языке. В детском саду в неурочное время, кроме, наверное, языка по гагаузскому языку, предмета по гагаузскому языку, все остальное общение с детьми идет на русском языке. И вот это... Власти, повторюсь, региональные власти, народное собрание, исполнительный комитет, свои заседания, собрания, совещания проводят не на гагаузском языке. И вот это говорит о том, что среды нет. Среды нет. А вы говорите, один класс откроем, решим многие вопросы. Я сказал не так. Ну, один класс откроем, хотя бы начнем. Я так не говорил. Я сказал, что за 30 лет было бы замечательно открыть хотя бы один класс с гагаузским, румынским и русским языком обучения, усиленным. Хотя бы один класс, а это будет маленькое зерно, которое мы посадим, и из него может вырастить прекрасное дерево, под ветвями которому укроется весь гагаузский народ. Но я далека от мысли, что мы наберем этот класс. А давайте внимание, если вы знаете, как создавался молдавский лицей, который здесь у нас в Гагаузии. Да. Я знаю людей, которые стояли у истоков. Было открыто всего лишь несколько классов при лицее Гайдаржи. И очень мало было людей. Да, да. Люди, учителя на добровольной основе, очень многие там преподавали. И есть очень многие люди, которые сейчас не упоминаются, которые открывали вот несколько, 1, 2, 3 класса в лицее Гайдаржи. И сегодня, по прошествии, я не знаю, 30-20 лет, сегодня построен 20, новый корпус, при поддержке уже Румынии, как я понимаю, новый корпус молдавского лицея здесь, в Гагаузии. И очень многие люди отдают сюда своих детей. И вот вы говорите, не получится один класс, нужно начинать с политиков. С политиков начинать спору нет. Они предназначены, их выбраны для того, чтобы они этим занимались. Но вопрос заключается в инициативе и в попытке. Любая попытка, если она будет реализована до конца, как вот в моем случае, попыток снять первый гагаузский фильм было много, но снять и завершить его до конца – это другое дело. Это я не делаю сейчас себе комплимент, мы говорим в контексте, в контексте этого вопроса. И вот тот лицей, он разросся из всего нескольких классов до одной большой школы со статусом лицея и построен второй корпус. И вот, Иван, можно ли посадить такое зерно в Гагаузии, маленькое? Прямо отсюда адресуем вопрос Ивану Патраман. Можно ли такое Я думаю, что можно такое сделать. Можно. Для этого, чтобы это реализовать, должны быть заинтересованы, во-первых, в первую очередь, власти Гагаузии, которые наделены такими полномочиями, управление образования, Башкан, управление культуры, возможно, научный центр Гагаузии. И вот реализовать данный проект. Поверьте, вы найдете в Гагаузии 20-30 учеников, которые захотят в таком экспериментальном одном классе учиться. И учителя будут, и все будет. Но чтобы это и денег, поверьте, для этого не надо много. И тогда все вот эти разговоры по прошествии 10 лет
пройдут. И, возможно, это маленькое семя посаженное вырастет во многое. У нас будет и театр развиваться, и кино начнем сниматься на гагузском языке, и так далее. И так далее. И потом, а еще мы можем потом в дальнейшем захватить. Очень оптимальный, очень оптимистичный взгляд. Мы очень бы хотели действительно, чтобы... На грани философии. Да, на грани философии. Любая философия рано или поздно становится реальностью. Вы знаете, в чем проблема, Иван, в чем проблема? У нас здесь бывают гости, мы говорим с родителями, мы смотрим на то, допустим, как обсуждается вопрос, связанный с языком на уровне Народного собрания Гагаузии. И в Народном собрании Гагаузии депутат, директор одного из больших учебных заведений в Кангазе говорит о том, что родители не хотят, чтобы даже в школе, как учебный предмет, наши дети изучали гагаузский язык. Почему такое развитие получил лицей молдавский в Камрате? Потому что у нас люди стали взвешивать. Гагаузский не хотят учить, потому что он не открывает перспективы. А вот румынский язык, мы живем в Молдове, знание этого языка открывает перспективы перед молодыми людьми. И поэтому получилась популяризация того лицея. Давайте закроем с языком. Сейчас перспективы открывает английский язык. Согласимся и с этим. Мы очень хотим использовать время нашего выпуска и поговорить еще. Вот мы тут говорим о кино, о том, что вы увлечены кинопроизводством. А почему, собственно говоря, родилось такое желание получить профессию, заниматься кино? И, в общем, то есть театральное и киноискусство в вашей жизни по такой географии шло: Кишинев, Петербург, Камрат. Так? Ну и Кишинев сейчас. Почему так? И почему это искусство? Я, если честно, я не помню, в какой момент я захотел стать актером, в дальнейшем режиссером. Я помню, что в классе 10 я смотрел очень много кино, очень много различного кино. И я мог брать одного режиссера и прям просматривать всю его биографию. Ну, все фильмы, которые он снимал на протяжении своей жизни. И вот, видимо, вот это видение кино, визуальное, оно в меня так тронуло меня. Я захотел продолжить свою деятельность в театре и в дальнейшем в кино. И я уже, когда закончил 12 классов в Камрате, я заканчивал, уже решил поступать на актерский факультет. У нас был актерский факультет при Славянском университете. Юрий Аркадьевич Хармелин набирал курс при театре с улицы Гроз. И когда я выбрал эту профессию, для моих родителей не было это сюрпризом не потому, что я был такой выдающийся и талантливый мальчуган. Нет, так не было. Просто мой старший брат, он уже пошел получать профессию в стабильной сфере. Он пошел на программирование. А на меня, как на младшего, сказали: ну, а ты куда хочешь, туда в целом и иди. Вот я и выбрал эту деятельность. И вот я, отучившись, я начал учиться в Кишиневе, работал, служил при театре с улицы Гроз с 2007 по 2010 год, принимал участие уже это такое театральное детище Хармелина, да. Да, и на протяжении всех этих 3 лет, с первого курса, я каждый год летом ездил на поступление в Петербург, в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Не получалось поступить? Я каждый год ехал, я же не знал, что буду ездить 3 года подряд. Я первый год отучился, первый год поехал, прошел только 1 тур прошел, потом 2-й год вернулся в Кишинев, продолжал набираться навыков, на 2-й год поехал, 2-й год я чуть-чуть мне не хватило, я на 5-м туре не прошел. То есть это было 5 туров и потом я вернулся опять в Кишинев, еще 3 года, уже был 3-й год, и я уже сам себе сказал, что если в этом году я не поступлю, то уже ездить не буду. И вот я поехал в Петербург, в Академию театрального искусства. В Москву я не ездил, потому как я хотел учиться именно в Академии театрального искусства. Я хотел именно там учиться. И я поступал на курс Андрея Дмитриевича Андреева, и поступал, и успешно поступил в 3-й год на актерский, режиссерский курс. И благополучно, с трудностями, с переживанием завершил свое обучение и в дальнейшем как бы уже работал в театре и в кино. У нас есть маленький фрагмент фильма
в котором вы участвовали, мы можем посмотреть и Мы поговорить. предоставили весь список фильмов, в которых вы играли роли какие-то. Да, ну вот один из ваших актерских ролей. Давайте посмотрим. Да как же ты не понимаешь? Ты же мой друг. Ты советский гражданин. Надо раз и навсегда решать проблему с теми, кто сидит за решеткой. Ну и что ты предлагаешь? Уничтожить всех и начать строительство нового счастливого общества? А ты как думал, Миша? Да ты пойми, Михаил, что там, в лагере, их не перевоспитывают. Их держат как зверей в клетках. А зверь, вышедший на свободу из клетки, он будет убивать. Попомни мои слова. Вот ты, Чава, усы отращиваешь, а здесь не набрал еще. У нас в отряде были те, кто сидел. И они меня, молодого пацана, подкармливали, от пуль защищали. И что, мне теперь презирать их? Не мешай все в одно, это исключение. А вот эти двое, что сбежали из-под конвоя, завтра выйдут на улицу и будут резать людей. А сколько такой швали у нас на улицах? Скажи мне, Миша, сам каждый день сводки читаешь, сам знаешь. А я бы всех их взял бы, Миша. И что, казнил? Да и всех казнил бы, всех к стенке. А если это твой друг? Ну и что? Или твой брат? Но оступился человек из-за голода или отчаяния на преступление пошел. Что, тоже к стенке? Если он преступник, и кто бы он ни был, он должен понести наказание. Время такое, Миша. Вот так. Возникает такой вопрос. Вы начали свою карьеру там, в Санкт-Петербурге, снимались в фильмах, выступали, вернее, играли в спектаклях. Но в один момент вы принимаете решение, что вы вернетесь на родину и будете пробовать что-то делать здесь. Как возникла эта идея? То есть почему люди мечтают туда? Да, а вы обратно. По Божьей воле, видимо, так получилось, что у меня был перерыв в съемках, как раз осенне-зимний, и не было съемок. Потому как я, когда завершил обучение, я уже больше стал сниматься в кино и уже работать над проектами. И был перерыв. Я приехал сюда, в Гагаузию, в Молдову, в отпуск. И в очередной раз я подумал, когда мы живем за границей, мы очень сильно скучаем по родине. И мы всегда думаем, нас тянет домой. Это многим известно. Мы живем в Молдове, как и гражданам Молдовы, так и Гагаузии. Это вот ощущение. И вот я приехал и почему-то очень сильно подумал, почему бы мне мой опыт, который у меня есть, небольшой опыт в театре и в кино, не снять фильм. И важно, я тогда очень болезненно переживал за сохранение, популяризацию гагаузского языка, потому что, видимо, на родине, на чужбине легче переживать за сохранение и переживать по этому поводу популяризации гагаузского языка и культуры. И я вот выбрал произведение и обратился к Федору Ивановичу Мариноглу. У меня было около 3-4 месяцев свободного времени до весны. И вы активно поработали? И мы с Федором Ивановичем Мариноглу начали разрабатывать на основе рассказа «Дюнер Джулюк», автор Николай Бубоглу, классика гагаузская. Мы начали разрабатывать этот сценарий. И так, об успехе мы уже говорили. Так с Федором Ивановичем зажглись этой идеей, что по прошествии 4 месяцев я вернулся в Петербург. Мы уже дистанционно дорабатывали сценарий. И летом, когда я вернулся, мы решили снимать пилотную версию, чтобы представить это публике. И мы сняли эту версию, и потом уже начали искать финансирование. И вот этот процесс так меня затянул, что уже и возвращаться-то не было смысла, потому как я уже не мог ни команду оставить, ни и все те идеи, которые мы аккумулировали, то, что мы уже сделали, это нельзя было просто так взять и бросить. Я загорелся этой идеей, и для меня это было очень важно, это была первостепенная такая задача для меня. И потом, получается, осенью, в ноябре, мы уже стартанули основной период съемок. Мы снимали, еще потом все сняли летом, постпродакшн. Весь проект занял год и 8 месяцев, потом премьера, новые проекты. И в итоге Петербург отложился. И дело заключается в том, что за этот период времени я
очень сильно полюбил кино и очень сильно, потому что непосредственно стал его делать как главный продюсер и главный режиссер. И я погрузился в этот процесс, и до сегодняшнего дня я продолжаю этим заниматься. И, если честно, в актерство возвращаться даже особо больше и не хочу. То есть режиссура вас увлекла? Абсолютно киношная, верно. Да? Именно кинорежиссура. Тогда у меня вопрос. Это Сербейс фильм. Это бизнес? Опа. Это бизнес ваш? То есть вы намерены зарабатывать деньги на этом бизнесе? Сербейс фильм? Да. Хотелось бы зарабатывать деньги. А и вот получается. с 2016 года, как вы его зарегистрировали, сегодня уже 2025 год, то есть как бизнес-проект, он о чем? На сегодняшний день, несмотря на то, что мы вот несколько проектов уже были завершили, и несколько проектов, которые в разработке, замороженный проект «Димитраж Петераш», и вот фильм «Халк», который мы продолжаем снимать, на данный момент мы разрабатываем сценарий нового художественного полнометражного фильма. Кстати, «Дюнюрджулюк» он планировался тоже как короткометражный, но в итоге вырос в полный метр. Также и этот проект, который мы сейчас разрабатываем с Федором Ивановичем Мариноглу, этот проект под рабочим названием «Туман». И мы его разрабатываем тоже около года уже. И сначала идея была тоже короткий метр, но в итоге с течением, вот год целый прошел, сколько мы над ним работаем, уже он вырос, что мы будем снимать полный метр. Вы уже несколько раз упомянули, сценаристом является Федор Мариноглу. Мы с ним работали. Вы в тандеме таком? Да, я так понимаю, всегда. что это такой творческий тандем сложился, да? Да, мы всегда с ним, мы как начали с ним работать, в первый раз, когда я его в первый раз встретил над «Дюнюрджулюк», и с тех потом мы разрабатывали сценарий «Димитраж Петераш» вместе. Документальный фильм «Халк» — это полностью моя концепция, мое видение, мои идеи, но с какими-то определенными вкраплениями Федора Ивановича Мариноглу. И теперь вот новый проект, мы также с ним работаем. Почему? Потому что Федор Иванович Мариноглу обладает, он учитель гагаузского языка, да. Многолетний опыт. Поэт, также он писатель. Поэт, писатель и знает гагаузский язык изнутри. Еще стоял у истоков создания гагаузского языка. Да, он стоял у истоков создания гагаузского языка. И самое важное, что... Автономии в том числе. Да, очень важно, что он очень глубоко может выразить лексику. Именно, допустим, мне как режиссеру очень... Вам с ним легко, да? Мне как режиссеру очень важно передавать не просто фильм. Фильм — это как средство, а именно эпоху. Вот эпоха 1920-30-е годы с «Дюнюрджулюк». И там есть своя специфика языка. И Федор Иванович может это передать. Для меня это очень важно, потому что там именно сельский диалект. А вы знаете, будем показывать Халк. Да, и поэтому важно, Федор Иванович гагаузским языком очень хорошо владеет, и он владеет, и вот эти вот где-то даже такие вот, я очень ценю такие небрежности в языке, где-то грязный такой, такие разговорный элементы. Стиль вы имеете в виду? Да, стиль вот такой. Почему? Потому что он отражает не только эмоции, он также отражает и внутренние переживания героев, и может отразить и погрузить зрителя в определенную атмосферу того времени, в который ты хочешь передать в фильме. И вот если фильм «Дюнюрджулюк», меня интересовали именно эпоха, 20-30-е годы, вот ментальность, гагаузский язык, культура, то сегодня в этом фильме в «Димитраж Петераш» меня также интересовал именно фольклор, также эпоха. И вот в этом фильме меня, я зажегся этим новым проектом, который мы планируем реализовывать. Это конец 90-х, начало нулевых. Вот этот исторический период в жизни гагаузского народа. Про Халк говорим, да? Нет, про Туман. Мы говорим про «Туман», рабочее название. И важно в этом проекте также отразить именно эпоху. И вот все, что касается эпохи, все, что касается взаимоотношений людей, жизнь народа, меня это очень-очень сильно интересует. И мне важно отразить именно атмосферу тех времен. Это 99-й год, 2000-е годы. Это как раз самый сложный период в жизни как гагаузского, так и молдавского народа. Язык, кстати, там будет не только гагаузский. Чтобы правильно и верно отразить время, фильм будет как на гагаузском, так и на молдавском, на
румынском. Мы Кому так как о многом нравится, еще и хотим на русском. поговорить, но То мы есть не это успеваем. будет, чтобы верно отразить эпоху, погрузить зрителя в те переживания и усилить эмоциональную напряженность. В целом это будет многоязычный такая лексика. Иван, все-таки как жительница Авдармы я не могу не задать один вопрос. Да, Федор Иванович тоже житель Авдармы, но я заметила, что и в фильме «Дюнер Джулюк», и в тизере фильма «Димитраш Патыраш», и даже вот в тизере документального фильма «Халк» вы часто используете кадры Авдармы. Почему именно Авдарма? Вот такой вопрос вам. Локации имеются. Да, локации. И люди, Да. в Халк люди, жители Авдармы. Для меня в целом, как для начинающего режиссера, для меня важно локации. Они играют очень большую роль в фильме, потому как это целая история. Поэтому они являются частью в целом концепции фильма. Это очень важно, потому что они передают дух, передают время и передают взаимоотношения героев. Это очень-очень важно, и я очень внимательно отношусь именно к концепции и композиции кадра. Для меня кадр – это не просто фрагмент изображения. Для меня в кадре должно быть выделено очень много различных деталей, продуманы все до мелочей, чтобы для зрителя, который потенциально потом будет смотреть фильм, он смог лучше погрузиться в историю, погрузиться в сюжет и именно и в ту атмосферу, эпоху того времени. У нас совсем нет времени. Про Авдарму, потому как в Авдарме я, когда был маленький, очень часто сюда приезжал в Авдарму, так как у меня здесь есть родственники. И моя мать, она косвенно, ее родители, они родом из Авдармы, да? Они практически родом, да, из Авдармы. И я, когда был маленький, очень бывал в Авдарме, и потом взаимоотношения с нашим сценаристом Федором Ивановичем Мариноглу, который помогал искать эти локации. И вот таким образом Авдарма вошла в нашу... Авдармы стало больше. Да. И Авдарма, я думаю, будет также и в новом фильме, если мы его реализуем. И тут нам надо принять решение, у нас очень мало времени, мы хотим поговорить о многом. Мы, наверное, дорогие зрители, вы можете тизер «Халк» посмотреть, наверное, в YouTube. Сербест фильм, делаем рекламу и делаем это с радостью. Сербест фильм – это проект Ивана Патрамана и его единомышленников, которые работают над разными кинопроектами на гагаузском языке. Беким biz gagauzlar lazım mahsus bakalım, girelim, yardımcı olalım niçinki yani teonna yani olayla gagavuz dilinde elbette o yani göstereyim gagauzların bugünkü yaşamasını, kültürasını, adetlerini, insanların süreklerini hem de o yani kalıcı zenginlik olarak Evlat boylarına kiman gelecek 30 yıldan sonra, 50 yıldan sonra. Yardımımız isterseydik yardım yapma, o zaman Serbest Film YouTube kanal, orada sanırım hepsi yazılı, öyle mi? Nice var nasıl parayla yardım etmeye ya da fikirlerle. Ama öteye doğru с Гаговского на русский рубрика «Люди говорят что». И, Иван, мы попросим ваших коротких ответов на наши 7 вопросов, которые мы подготовили из нашей рубрики «Люди говорят что». Друзья, не забывайте ставить лайки, подписаться на наш канал. Вы знаете, да, нам нужна ваша поддержка, и мы искренне вас благодарим за то, что вы нас поддерживаете. Подписчиков становится больше, нас это радует, но нас может быть еще больше. Гагаuz Медиа, проект «Единомышленники». Подпишитесь и оставайтесь с нами. Люди говорят, что... Люди говорят, что профессия театрала человека не прокормит. Профессия театрала? Я в целом не театрал, но я думаю, что может прокормить. При большом желании, если человек расширяет свои навыки. Очень многие театралы и в Гагаузе, и в Молдове, в Кишиневе работают на частных мероприятиях. И в целом на сегодняшний день, вот с 2015-2016 года, у меня есть очень много друзей, которые работают в театре в Кишиневе, в театре с улицы Рос, и в Гагаузском национальном театре, и зарплаты выросли. И Министерство культуры, я вижу,
стимулирует развитие этой. Да, может быть, не так быстро, как хотелось, но на сегодняшний день я думаю, что не прям так все грустно, Плачевно, как когда-то было. Ясно. Люди говорят, что сейчас не время творческих профессий. Я не согласен с этим утверждением. Если это действительно утверждение, то это неверно, потому как культура и искусство, они всегда будут флагманом культурного кода народа, поэтому я думаю, что нет. А что скажете по поводу «не время творческих личностей»? Любое время – это время личностей, как творческих, так и нет. Спасибо. Люди говорят, что сценарии событий, происходящих в автономии, пишутся не здесь. Возможно. Люди говорят, что в Гагаузии политические приоритеты задавили культурные. 70/30. Я согласен на 70% с этим утверждением. Пользу политических или пользу культурных? В том, что 70%, что действительно люди заняты больше политикой, чем культурой. Люди говорят, что молодежь Гагаузии предпочитает для жизни и работы не Камрад, а Кишинев. Жители автономии? Я с этим утверждением не согласен, потому как есть очень много активной молодежи здесь, в Гагаузии. Поэтому я думаю, что 50/50. Это уже зависит больше от амбиций и больше от желания и потребностей молодой личности, так как есть какие-то, например, узкая специализация, которая не особо развита в Гагаузии. Ну, например, даже киноискусство, хотя киноискусство и на уровне Молдовы не особо-то и развито, но в целом есть такие специализации, которые, ну, человек требует поменять место жительства, будь то Кишинев или другая страна. Люди говорят, что гагаузский язык не открывает никаких перспектив для самореализации. Абсолютное заблуждение, это неправда. Гагаузский язык открывает большие возможности и перспективы, так как я принимал участие в множествах кинофестивалей, как с фильмом «Дюнюр-Джулюк», так и с другими проектами. И в тюркоязычных странах это сколько? Более 70-80 миллионов тюркоязычных людей. И когда ты встречаешься на кинофестивалях с тюркоязычными народами, ты в целом можешь найти с ними общий язык. Даже на том бытовом уровне, на котором я владею гагаузским языком. Не говоря уже о тех людях, которые на профессиональном уровне и владеют языком. Поэтому я думаю, что нет, ни в коем случае. Человек, вот жители Гагаузии, те, кто переезжает жить в Турцию, они очень быстро адаптируются. Ну, понятно, язык. Поэтому важно знать, на мой взгляд, языки. Как свой родной язык гагаузский, который открывает большие перспективы, несмотря ни на что, и на уровне республики открывает, так как есть очень много в Академии наук Молдовы, также востребованы такие специалисты. И я думаю, что сегодня знать языки – это замечательно. Поэтому гагаузский также на уровне всех других языков имеет свои перспективы. Люди говорят, что Гагаузия обречена. На что, по-вашему? А когда говорят Гагаузия обречена, в конце точка или это открытый? Это уже на ваш взгляд? Как вы воспринимаете? Ну вот люди так говорят. Как вы это воспринимаете? Если говорить о долгосрочной перспективе, а мы так должны жить и так должны пытаться думать, то я думаю, что Гагаузия в целом обречена на мирную, культурную, духовное развитие. Может быть, не сегодня, но в долгосрочной перспективе она обречена на успех. А что как сегодня здорово. мешает? Ваши слова да Богу в уши и нам всем понять, Дай что Бог. ориентироваться нужно на успех и на развитие, безусловно. Просто вы говорите, может быть, не сегодня. У меня возник вопрос, почему не сегодня? Может быть, пока не созрел исторический такой момент. Не созрел, и да. нет воли Божьей на то, чтобы это произошло прямо сейчас. Возможно, в любой момент может все измениться. Надо просто спокойно реагировать на все, что происходит. Нет, я думаю, Вы что надо рекомендуете? относиться ревностно ко всему, что происходит, но не терять рассудок. И рассчитывать на то, что
в центре всего ставить в первую очередь человека. И не важно, какой он, хороший или не очень, все люди имеют право на то, чтобы достойно называться человеком. Тогда давайте ваш взгляд на то, что последние дни о Гагаузии говорят все медиа, не только Молдовы, но и уже разных других стран. Как вы воспринимаете все, что происходит сейчас в Гагаузии? Хотелось бы, чтобы больше было мира, взаимопонимания, как внутри Гагаузии, так и на национальном уровне, чтобы люди перестали что-то делить, и мы, чтобы жили в мире, развивались, и в целом ставили себе большие перспективные цели, и как бы шли только вперед. А все вот эти вот какие-то недопонимания, убеждения меняются, а люди остаются. Вот даже в моей жизни, в те годы, когда я был очень сильно расстроен, что вот второй фильм не удалось реализовать. 16-17 да, 19-е годы. Проходит время, политики меняются, все меняется. Вот был один Башкан, сегодня другой Башкан, будет третий, а мы остаемся. Люди, которые делают что-то важное для людей, да и сами люди, простые люди, которые живут изо дня в день, делают, развивают в той части, чем человек занимается. Это важно. Мы всегда останемся, поэтому мы должны жить в мире, в любви, и как в Гагаузии, так и с нашими братьями по соседству. Да, именно так и должно быть, и, наверное, в этом уверены все. Но зачастую получается так, что Кишинев обвиняет Камрад, вы там что-то не так делаете. Камрад обвиняет Кишинев, что вы там что-то не так делаете, не так поступаете. Вот эта лодка постоянно раскачивается, и из-за этого не получается жить вот именно так, как вы нарисовали. Очень жаль. Ну, а какой-то вот рецепт ваш? Вы родились в Гагаузии, сегодня живете в Кишиневе, и, возможно, немножечко такой вот сторонний взгляд у вас есть на происходящее в автономии. Ваш рецепт, как построить ту жизнь, которую вы очень красиво нарисовали? Вы правильно сказали, не надо раскачивать лодку. Нет, кто ее раскачивает? Эту лодку раскачивают. Есть всегда люди, которые раскачивают эту лодку. Ну кто они? Со всех сторон. Те, кто не хотят, чтобы был мир. То есть те, кто хотят, чтобы постоянно был вот этот вот спор. Я не знаю, кто эти силы, но, видимо, эти силы есть. И если философствовать на эту тему, то можно сказать так, что от начала веков это всегда было. Люди рождены для того, чтобы жить в мире и в любви. Но они живут таким... Но мир жил войнами, и война сейчас рядом с нами. Да, война рядом с нами, но в том-то и дело, что люди всегда... Я говорю о человеке в целом. Человеку всегда стремится к чему-то противоположному. Человеку нужен мир для жизни. Никто не спорит, но... Не всегда. Но есть люди, которые... Не живется мирно. Так есть. Так, ну давайте посмотрим на события. Мы хотим поговорить оставшееся время о событиях Гагаузии. Вот сейчас в Гагаузии активно проходят митинги. Ну, мы говорим в том числе и о событии задержания Башкана Евгения Гуцул. И в связи с этим очень много протестов. Вы следите за ними или вы участвуете, может быть, в этих протестах? Я ни в коем случае не участвую в таких протестах. Я в целом не участвую ни в митингах, ни в протестах, независимо за что выступают те или иные силы. Я больше фокусируюсь на искусстве и культуре и думаю, что посредством своей деятельности я могу каким-то образом повлиять на взаимоотношения людей в обществе и изменить это общество, чтобы люди видели этот мир немного по-другому посредством кино. Скажите, что касается, что касается политики, я не интегрирован ввиду своей деятельности в политические какие-то процессы. Я слежу за новостями, как на национальном уровне, так и на уровне автономии, но я слежу за ними, никак не взаимодействуя. Я как наблюдатель. Что я могу сказать как наблюдатель? У меня не хватает времени, чтобы так сильно интегрироваться вот в эти вопросы,
Потому что у меня совсем не хватит времени на свои проекты, которых, слава богу, с Божьей помощью у меня есть, которые я веду сегодня с компанией Сербезфильм и в различных отраслях развития международного независимого кинематографа, которые также причастны Сербезфильм. Поэтому, если бы я внедрялся так сильно в эти вопросы, у меня просто не хватало бы времени. Но я слежу за этими процессами и могу сказать, что да, действительно, времена волнительные как на национальном уровне, так и внутри автономии. И меня это сильно расстраивает, что такое происходит. И я, честно, грустно, что происходит вот так, как происходит. Это выбор людей. Люди когда-то, я говорю сейчас не о выборе людей, конкретную должность Башкана или... О каком выборе вы хотели сказать? Люди могли бы быть более... То есть выбор людей выбрать Башкана, выбор людей выбрать президента, парламент, депутатов НСГ, выбор людей пойти на протест, не пойти на протест. Это тоже наш выбор. Да? Кто-то ходит на протесты, кто-то нет. И это право человека пойти на протест. Говоря, кстати, о протестах, вчера в Фейсбуке много людей высказывают какое-то свое мнение, и мы видим не один протест, где и в Москве были протесты, где исполняли «Катюшу» песню. И кто-то из гагаузских, из нашего сообщества гагаузского написал, а почему не гагаузская песня, не «Оглан»? Слава Богу, что мы не еще Оглан. обсуждаем? Почему, слава Богу? Слава Богу, что не Оглан. Почему? Потому что у нас было уже в истории гагаузской автономии, не так давно это происходило, во времена Ирины Влах, когда песню «Оглан» использовали также как политический инструмент. И это было очень-очень грустно для меня, как для человека, который хоть какое-то отношение имеет к культуре и искусству. Поэтому слава Богу, что они пели «Катюшу», а не «Оглан». Ну а то, что они пели «Катюшу», это на самом деле очень удручающее зрелище. И очень жаль, что гагаузы интегрируются так сильно вот в эти все процессы политические. Поэтому я и говорю... Но, Иван, вот я вашу мысль. Вы сказали о том, что вы заняты, и поэтому у вас нет времени вникать во все эти, в то, что происходит вокруг, глубоко вникать. А если молодежь, вот абсолютно вся молодежь, каждый имеет какой-то род деятельности и занят. Если не будет абсолютно включаться молодежь, всегда будет пассивно, инертно, есть ли возможность что-то менять в автономии в стране в целом? Без участия молодежи, без активного участия. Я думаю, что и без активного участия молодежи в политических процессах тоже можно многое менять. Просто в какой-то момент у меня есть очень много друзей, которые в какой-то момент занялись политикой. Это молодые это молодым, я считаю себя молодым человеком, это лет 10 назад. И с тех пор они настолько интегрировались в эти процессы, что они потеряли себя. Потеряли и лицо свое, и потеряли в целом какие-то вещи, которые были их фундаментом. И поэтому люди, которые идут в политику, мы сейчас не говорим о хороших политиках или же о плохих политиках. Люди, которые идут в политику, они идут со свежими идеями, как вы говорите, готовы менять, модернизировать. Но когда они попадают в эту систему, эта система их просто пожирает. И они теряют себя, и все их идеи, которые они горели, рано или поздно превращаются условно в какие-то, допустим, финансовые выгоды, или же в каком-то другом направлении начинает двигаться, и весь тот фундамент, с которым они пришли, чтобы поменять. Вы думаете, я не хочу, чтобы все поменялось? Я очень сильно хочу, чтобы поменялось у нас в Гагаузии, и поменялось и у нас в стране, чтобы действительно все было, чтобы мы жили, развивались, и страна шла вперед. Я очень сильно этого хочу. Но грустно наблюдать, когда человек идет в политику и потом теряет все те фундаментальные вещи, с которыми он туда приходил. Поэтому я делаю для себя такой вывод. То есть очень сильно интегрироваться в эти процессы, то есть ты можешь потерять все, что ты мог бы прекрасного сделать для общества. Поэтому я стараюсь наблюдать, делать свои выводы и понимать, что политики меняются, все изменится. А я должен заниматься теми проектами, чтобы
пытаться развивать общество, менять их мировоззрение, и чтобы рано или поздно мы жили в здоровом обществе, и чтобы у нас не происходило тех процессов, которые происходят сегодня в автономии или на национальном уровне. Чтобы действительно мы пришли к какому-то миру. А для этого люди искусства и вообще не обязательно люди искусства, люди, которые занимаются какой-то деятельностью, должны быть целенаправлены, делать то, что они хотят, и приносить благо для этого общества. И тогда, как говорят, маленькое вот это вот семя, которое мы все вместе... Произрастет. И вот... Хорошо, а давайте, вот то, о чем вы сейчас говорите, невозможно не согласиться, что, и когда вы говорили о том, что молодые люди шли в политику, и потом это плохо сказывалось на их жизни же, да, допустим, и не приносило таких плодов политики, как они изначально, скажем, там себе представляли. Но если, послушав вас, складывается вот такая картина. Каждый из нас будет заниматься своим делом, потому что это нас увлекает, и это правильно, и это наше право. А кто же тогда будет менять общество? Вы говорите, все равно мы дождемся тех времен, приблизительно, да, ваша мысль. Каждый политик пусть занимается политикой, мы будем заниматься своими делами, и это правильно, с одной стороны, да, потому что в политику идут люди, которые рассчитывают свои силы на степень ответственности, на степень уязвимости, на степень возможных стрессов, потому что это очень ответственно. А государственные должности, они требуют чрезмерных затрат, и работа над собой, правильно? И вот я к чему это? И таким образом все должны заниматься политикой? Нет. Но невозможно ведь абстрагироваться от всего того, что абстрагироваться происходит. Невозможно. Но не кажется ли вам, не что все сегодня... могут быть политиками. Безусловно. Абсолютно. Поэтому, чтобы что-то менялось, все люди должны заниматься своим делом. И, естественно... Но политика выбираем мы, чтобы они занимались делом государства. Политикой занимаемся мы. Выбираем мы. Но как очень часто бывает, люди иногда доверяются какому-то политику, и проходит 2-3 года, когда его избирают, будь то в народное собрание, башканом, депутатом парламента и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге этот депутат или башкан меняет свою точку зрения на следующий же день. И где оказываются те активные люди, почему вы мне говорите, почему я так сильно не интегрирован? Потому что я понимаю, что в итоге человек остается со своими чаяниями, нуждами, и чтобы вот эти чаяния нужные потом отразить, на первый план выходит культура, искусство, кино, которым я и занимаюсь, чтобы отразить те или иные процессы в нашем обществе. И это важно. А человек потом расстраивается и переживает. Вот он выбрал того депутата, он выбрал вот этого человека, полагался на него, а в итоге он остался с тем, с чем он остался. И таких примеров уйма, как в моей жизни, так и в жизни многих-многих других людей. А человек уже не является условно ни депутатом, ни мэром, ни башканом. Он уже не обременен этой властью. А ты, когда ты ему доверился, поверил. Поэтому, в первую очередь, политики, чтобы общество, вот вы как говорите, чтобы я стал активным членом политической деятельности, допустим, очень активно за этим всем следил, политики должны держать свое слово и выполнять то, что они говорят. Если они сказали, что будет белое, красное и зеленое, должно быть белое, красное и зеленое хотя бы наполовину, а не так, что они меняют свое мнение, и потом мы все остаемся в дураках. Вот те люди, которые активно идут на митинги, которые активно борются за какие-то свои убеждения. Поэтому политики, как мы говорим сверху, должно прийти не только снизу, но и сверху. Политики должны держать то слово, которое они дают, и внизу. И тогда будет мир и гармония. И все мы будем жить в прекрасном, цветущей Молдове. Все это хорошо, и оптимизм прекрасно и увлекателен, ваш оптимизм на самом деле. И я чувствую, что это передается в студии, там мы это чувствуем, но это передается через эфир. И слава Богу, что пусть зрители простят меня, если Это очень, очень хорошо, что есть доля оптимизма, потому что именно это должно и держит, в общем-то, любого человека в хорошем состоянии духа. Но я хочу вот о чем. Политиков выбираем мы, люди. И для того, чтобы они сдержали слово, и если они не сдержали слово, их наказать может только тот, кто их избирал, и никто другой. Поэтому, когда мы говорим об активности... Можно палками побить, как Нет, наказать можно, не проголосовав за этого человека в следующий раз. Вот такое наказание. Мы живем в демократическом обществе. Но если... То есть, как вам видится... Вы говорите, политики должны, конечно, они должны, но политиками людей, обычных людей, политиками делают именно люди.
рядовые избиратели, которые своим голосованием определяют, вот ты будешь политиком. И как часто получается, политиками становятся люди, которые не имели никакого опыта. Гагаузия имеет такой опыт сейчас, да? Главного политика в автономии, у которого не было опыта вообще работы не то что в государственных органах. Вообще непонятно, где человек работал до сих пор, что она получила возможность руководить целой автономией. Этот пример сейчас просто очень яркий, но много таких примеров, когда депутатами становятся или другими избранными лицами становятся люди, у которых нет того опыта, чтобы руководить. Разве не это делает ущербным руководство автономией, потому что нет специалистов, которые... Мы знаем очень много депутатов из разных населенных пунктов Гагаузии, мы знаем очень много кандидатов. Последние башканские выборы яркий пример. Было 8 кандидатов, и были люди с огромным опытом и государственного управления, и многого другого, и они за них не проголосовали люди. То есть в конечном итоге я хочу вынести на обсуждение короткое в завершении этой передачи вот этот вопрос, что все-таки то, как будет жить общество, определяет само общество. А если общество пассивно, значит жить будем вот так. Никогда политики не определят, что нужно нам. Люди своим голосованием наделяют качественным управлением своего государства, наделяют люди-избиратели. Я с вами согласен, но только в том случае, если люди ясно и четко понимают, кого они выбирают, и за какие заслуги, и за какие знания выбирают на ту или иную должность. Но это главное, чтобы человек это понимал. Конечно, и вот тогда, возможно, их выборы будут влиять. Как показывает практика в Республике Молдова и в Гагаузской автономии, люди чаще всего не выбирают человека, который приносит какие-то новаторские идеи. Я могу перечислить нескольких людей, но не буду, которые мне очень... Я симпатизировал многим кандидатам, и как в Башканы, и не обязательно вот прошедшие выборы, также и многие депутаты. Есть многие депутаты, которые действительно я сейчас симпатизирую в Гагаузии, которые действительно держат свое слово и действительно достойно несут свою миссию. Но чаще всего бывает такое, что таких кандидатов, что депутатов в Народное собрание не избирают по какой-то такой причине, что общество в целом выбирает по каким-то странным очень критериям, и потом, как вы говорите, общество влияет на изменения. Я, может быть, разочарую и вас, и зрителей, и сам себя, но в какой-то степени общество влияет на изменения в стране, в автономии и в целом в политической деятельности, изменения нашей жизни во всех сферах. Но не до конца. Есть процессы, которые от нас не зависят. Если вот так есть, значит так происходит. И можно хоть бороться с ветряными мельницами или не бороться, но все равно так будет. На то воля Божья. Но если не будет людей, которые будут все-таки бороться, стремиться менять что-то, также ничего и не будет. Поэтому нужен определенный баланс между пониманием того, что есть, и пониманием того, что ты хочешь. И когда этот баланс, как весы, здорово, тогда, возможно, что-то и изменится. Иван... И будем верить, что так произойдет в нашей прекрасной стране. У меня один вопрос, который не касается ни политики, ни кино. А вот вы несколько раз за этот выпуск произнесли слова «Слава Богу», «Воля Божья», «Все по воле Божьей». Вы верите в Бога? Я стремлюсь научиться верить в Бога. Что это вам дает? Правильно. Мне это дает все. Все, что я имею. Все, что я буду иметь. Все, что было, есть и будет. Это главное в вашем духовном стержне, внутри вас, вера? На каком-то историческом этапе моей жизни, да. И я думаю, что должно остаться и укорениться настолько, чтобы это было до самого конца.
Спасибо, здорово. Мне кажется, что вот, да, я полностью с вами солидарна, если говорить обо мне. Спасибо вам за этот эфир, спасибо за выделенное время. И мы на этом ставим точку. Сегодня было в нашей студии очень много оптимизма, очень много молодой энергии и такой зажигательной, готовой и убежденной в том, что надо творить, делать и надо думать о языке, о культуре, о народе. И кажется, вот это вот вдохновляет. Друзья, этот выпуск подошел к завершению. Мы, Екатерина Жекова и Елена Карамид, говорим вам спасибо за то, что вы с нами. И в очередной раз подпишитесь, если вы это еще не сделали, поделитесь с друзьями. И если вам эти дискуссии нравятся, ставьте, пожалуйста, лайки, нам это поможет. До следующей встречи, и мы вам гарантируем, что интересные беседы мы здесь для вас организовываем. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.